Рахмон призвал правоохранительные органы быть как никогда бдительными. Абдуллох Гурбати переведен из столичного СИЗО в тюрьму Первый Советский. Посольство Таджикистана подтвердило факт нападения на 3 граждан Республики Таджикистан в Ленинградской области. Дворцу культуры и информационному центру города Бахтар присвоили имя народного артиста Таджикистана Алавуддина Абдуллозода. В Термезе на границе Узбекистана с Афганистаном начал работу Международный торговый центр. Дмитрий Песков призвал не акцентировать внимание на перстнях, подаренных лидерам стран СНГ. Органы безопасности должны быть как никогда бдительны с учетом расширения глобальных угроз международного терроризма и экстремизма. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на торжественном собрании, посвященном профессиональному празднику работников органов национальной безопасности Республики Таджикистан, передает пресс-служба главы государства. Он призвал их регулярно изучать и анализировать процессы и события региона и мира, пересекать планы, направленные на нарушение безопасности государства и общества и мирной жизни народа, принять законы, необходимые и неотложные меры. Глава государства назвал борьбу с радикализмом и экстремизмом одной из важнейших и приоритетных задач не только органов национальной безопасности, но и других правоохранительных органов, ответственных министерств и государственных ведомств и вообще всего общества. Рахмон поручил руководству всех военных структур придавать постоянное внимание вопросам повышения компетентности и профессиональных навыков, боевой готовности, уровня грамотности, освоения правовых и политических знаний. Также говорилось о необходимости повышения мер по пресечению способов привлечения граждан страны в экстремистские партии и движения экстремистского характера. Президент призвал с глубоким пониманием профессиональной ответственности защищать разум и сознание общества от влияния чуждой культуры и невежественной идеологии. Один из осужденных таджикских журналистов Абдуллох Гурбати переведен из столичного СИЗО в исправительную колонию номер 4 или известную в народе тюрьму Первой Советской города Душанбе. Об этом информагентство «Азия Плюс» сообщили близкие журналиста. По их словам, сегодня утром Абдуллоха перевели в колонию, и теперь в течение 15 дней он должен находиться на карантине. Перевод Абдуллоха Гурбати в тюрьму происходит в то время, как 16 декабря суд города Душанбе оставил без изменения приговор журналисту, которого осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. По словам адвоката Абдурахмона Шарипова, судебная коллегия по уголовным делам суда города Душанбе в ходе заседания отклонила жалобу Гурбати и оставила приговор суда столичного района Шох-Мансур без изменений. В посольстве Таджикистана в России подтвердили факт нападения на 3 граждан Республики Таджикистан в Ленинградской области, сообщили в посольстве. При этом было отмечено, что на данный момент устанавливаются личности потерпевших. Еще неизвестна причина, за что на них напали. Посольство и Генеральное консульство в Санкт-Петербурге знают об этом случае и следят за его развитием. Правоохранительными органами России решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведется предварительное расследование, сказал источник. Как сообщили ряд российских СМИ, 2 мужчин обстреляли стройку, где работали 3 мигрантов-таджикистанцев, после чего пытались поджечь здание. Инцидент произошел вечером 26 декабря в Ладынопольском районе Ленинградской области. Дворцу культуры и информационному центру города Бахтар присвоили имя народного артиста Таджикистана Алавуддина Абдуллозода. Об этом сообщает агентство «Хувар». Решение было принято сегодня в ходе 13-й сессии Маджлиса народных депутатов Бахтара. Напомним, что народный артист Таджикистана, известный таджикский комедийный актер, скончался 17 февраля этого года в возрасте 57 лет. В последние годы жизни он занимал должность начальника управления культуры Хатлонской области. В Термезе на границе Узбекистана с Афганистаном 27 декабря начал работу Международный торговый центр. Об этом сообщает информагентство Фергана со ссылкой на Тулу Ньюс. В центре насчитывается 4000 магазинов, есть медицинские центры, ресторан, производственные и логистические зоны. Пока работают отдельные зоны МТЦ, остальные начнут функционировать в первые 3 месяца 2023 года. Тогда же центр разрешат посещать гражданам Афганистана в безвизовом порядке, находиться там они смогут до 10 дней.
В этот крупный проект было инвестировано не менее 75 миллионов долларов. Здесь созданы большие возможности для торговцев из Афганистана и Узбекистана, сообщил глава МТЦ «Термез» Бахтияр Рузиев. МТЦ представляет собой зону свободной торговли, образованную за счет усечения свободной экономической зоны Термез. Указ о создании центра был подписан президентом Узбекистана в ноябре 2020 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не акцентировать внимание на перстнях, подаренных лидерам стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге 26 декабря. «Не надо на перстнях акцентироваться, это простой такой новогодний сувенир. Ничего там особенного нет», – сказал Песков. На уточняющий вопрос, будет ли президент Владимир Путин носить кольцо, Песков ответил отрицательно. Участникам саммита стран СНГ подарили клубные кольца с новогодними поздравлениями, сообщал телеграм-канал Пул-1, близкий к белорусскому президенту Александру Лукашенко. Канал публиковал фотографию, на которой видно, что это кольцо надето на безымянном пальце белорусского президента. В центре кольца размещена эмблема СНГ, а внутри объемными буквами прописано «Поздравление с Новым годом 2023». Кольцо изготовлено из материалов, похожих на белое и желтое золото. Перстни помимо Лукашенко и Путина получили все 9 лидеров. Это президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Саммит прошел 26 декабря в президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Петербурге. Политики общались около 7 часов, а Путин заявил на открытии встречи, что факт проведения саммита говорит о стремлении продолжать выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ сообща и в духе подлинного стратегического партнерства.